Янаульская коррекционная школа-интернат – единственная на северо-западе Башкортостана, в которой учат, воспитывают и лечат детей с умственной отсталостью, а также детей-сирот из 27 районов республики. Здание Янаульской коррекционной школы-интерната построили в далеком 1962 году. С тех пор его ни разу капитально не ремонтировали и в 2016 году признали аварийным. Построили новый корпус Янаульской коррекционной школы-интерната по республиканской программе «100 объектов к столетию Башкортостана». Здесь учатся 160 человек, из них 33 ребенка сироты и дети без попечения родителей, 116 детей с инвалидностью. Постоянно проживают 119 человек. И вот оно, новоселье и гость, глава Башкортостана Ради Хабиров. Добрый день, уважаемый Ради Харитович. Мы очень рады приветствовать вас в стенах нашей школы. Я прямо вот вам памятник надо ставить. Молодцы, что такую школу сделали. Вы давно работаете? Я здесь работаю 37 лет. 37 Начинала работать вожатой. Наши дети очень рады вашему приезду. Они рады всем гостям. Қаумығығыз хөрмәтле Ради Фәритулы, қаумығығыз қунақтар, қадірлі оқытушылар, оқушылар. Коррекциялаусы мәктәп-интернат асу тантанағында бөтәгезділі сәлемлейбіз. Сегодня в нашей школе праздник. Сегодня мы войдем в класс. Рад и тихоня им показик, тепло скажем из нас. Победы этой долго ждали, приближали как могли. Мы в школу лучшую попали, с удовольствием пришли. Мы будем жить здесь очень дружно, и станет школа дом родной. Здесь для учебы все, что нужно. Спасибо всем за дом такой. И еще мы скажем по секрету, не придется нам скучать. Когда закончатся уроки, мы будем петь и танцевать. Разные писать, плохие пирожкам текать. Учи в школе, учи читать и умножать, повышение обижать. Учи в школе. Слово имеет глава Республики Башкортостан Ради Фаритович Хабиров. Хәерле көн, хөрмәтле достар, хөрмәтле укучылар. Мин һезнең барыгызга белем көне белән ихлас котлайм. Добрый день, дорогие друзья, добрый день, дорогие наши ученики, глубоко уважаемые учителя, преподаватели. Я сегодня просто не мог сюда не приехать, чтобы вот вместе с вами порадоваться вот этому замечательному событию. Эта школа имеет для нас всех огромное значение. Первое – это для вас, для наших детей, родной дом, где вы получаете знания, где совершенствуетесь и становитесь каждым днем все взрослее, взрослее и взрослее. Для учителей это целая настоящая миссия. Ваш труд я не называю просто трудом, это настоящая миссия, которую вы несете. И поэтому мы кланяемся вам всем и говорим спасибо огромное, что вы так по-доброму, тепло работаете с нашими детишками. Я благодарю строителей, которые за очень короткий срок вот такое красивое здание сделали, построили. И здесь действительно можно с хорошим настроением приходить и работать. Всех поздравляю с 1 сентября. Спасибо всем большое. Давайте посмотрим, какая у вас школа. Спасибо, Ради Фаритович, спасибо. Слово предоставляется главе администрации муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан Ильшату Акзамовичу Вазигатову. Добрый день, хайрлы көн, хурматлы Ради Фаритулы, уважаемый Ради Фаритович, уважаемые педагоги и воспитатели нашей коррекционной школы, от всей души поздравляю вас с Днем Знаний. У меня сегодня большое желание выразить самые искренние
слова благодарности воспитателям и учителям данной школы за то, что относительно, конечно, короткий срок, 16-й год, когда школа была признана аварийной, но для вас эти 4 года были очень сложными. Вы их выдержали с честью, никаких ЧП не произошло. Пришлось ходить и в соседнюю школу, водить детей. Здесь вот на месте вот этих цветов Ради Фаридович стоял интернат трехэтажный старый. И за один вместе со строительством мы снесли и украсили весь целый микрорайон. Спасибо еще раз огромное. С праздником. Берегите, дети, все, что тут наработано. И цените труд взрослых. И будьте умницами, умниками. Спасибо. Спасибо, Ильшат Акзамович. Уважаемый Ради Фаритович, Ильшат Акзамович, Нурида Тимирхановна, мы попросим вас, пожалуйста, занять ваши почетные места, потому что наши ребятки еще приготовили вам концертные номера. Пожалуйста. Вот и открыта школа наша. Мы обещаем вам ее беречь. Для нас теперь не будет школы краше. Нас жизнь в полет зовет. До новых встреч! А первоклассники есть, да? Нет, набора у нас не было. Не было, да? Да. Дорогие ребята, наступает торжественный момент. Сейчас вы запустите разноцветные шары в небо с пожеланиями удачи и успехов нашему новому дому. Уважаемый Ради Фаритович, Ильшат Акзамович, приглашаем вас присоединиться к нам. Но, дорогие друзья, сейчас, прежде чем мы их запустим, я попрошу вас всех давайте вместе. загадать желание. Давайте вместе. Давайте быстренько загадываем желание. Загадали? Желание загадали. И по моей команде. Раз, два, три. Здесь 17-й год, здесь проектирование шло, и уникальность объекта в том, что не было типовых проектов. Но Нурида Тимирхановна была основным Главный проектор, архитектор, да? Мы вместе Тех совместно условий. с учителями составили тех задания. Это вот вы Для разметки нашей сделали, школы. вот как в направлении, да, получается? К началу учебного Да. года Ага. мы готовились к приему наших детей. Мы с вами сейчас идем в спортивный зал. Площадь спортивного зала 508 квадратных метров. 2 учителя у нас по физической культуре. Они прошли переподготовку по адаптивной физкультуре, так как работают с детьми с интеллектуальными нарушениями. 1 учитель у нас мастер спорта по зимнему биатлону. Ух ты. И у него очень много наград. Он у нас спортсмен. Плюс опекунская семья у него. Да, да, еще они с женой, жена тоже у нас супруга работает. Они взяли под опеку наших же детей. Здорово. Мы с ним здорово. сейчас встретимся. Здравствуйте. Учитель физкультуры нашей школы. Мулахметов Руслан Назипович, учитель физкультуры коррекционной школы, работаю 18-й год. Закончил Стерлитамакский техникум физической культуры, был членом сборной Республики Башкортостан во время Муртаза Кубаровича. А я сейчас скажу, где-то 78-80-е годы мои первые соревнования были, знаете, какие? На первенстве Кубка СТФК. Это хороший там. Мы, наверное, все прошли там. Многофункциональные тренажеры. Дети занимаются они? Мечтать. Да, у нас занимаются? есть даже 2 кандидата мастера спорта по жиму штанги. Вот, благодаря Риме Бекбердиной мы 5 лет назад приобрели спортивное оборудование. Это у нас находится они в данный момент в интернате, где мы занимались. Сейчас они там. А мы сюда еще пока не приступили работать, так как вот самоизоляция была. Надеюсь, в этом году мы начнем их воплощать в жизнь. Но у них желание есть, они вот приходят, да, занимаются, то есть вот. Мы выступаем на специальных олимпиадах. Вот,
Чем помочь могу? Мы о чем мечтали, мы приобрели. Сейчас от нас уладится. Ну давайте, надумайте, как-нибудь я еще... Да. Кстати, с нашей стороны будем заниматься, стараться. Многофункциональный тренажер. То же самое, просто. И он растягивает, да? Вон как. Ага. Здесь можно поставить уровень. А у детей уже есть, получается, проблемы с позвоночником? Да, там, конечно. Здесь же инвалиды тоже. Да, я понимаю. Нет, здесь 116 детей имеют инвалидность. Инвалидность. Да. особенно нашим детям при позвоночнике, искривление позвоночника. Самый можно тренажер. Ну, увидимся еще. Я знаете, что вот приглашение делаю, там, пометьте, пожалуйста. У нас, по-моему, первая игра Салат Юлаева будет 15-го, по-моему, или 16-го. Первый. В общем, я вас приглашаю. Возьмите где-то человек 20 детишек. У меня просто там не уместится больше, ладно? Я к себе в ложу вас приглашаю и вместе посмотрим. Там и поговорим. А может быть, к тому времени вы что-то придумаете, что нужно. Хотите? Такие залы, да? Да, прямо, да. И очень справедливо, что вот именно этим детям вот вы такое сделали. Да, мы очень рады. Молодцы, Поэтому, молодцы. конечно. Вот с приходом вас наша вот коррекционная школа просто мы с колен встаем. Даже. Мы, да, мы же всегда были то в подвальных помещениях, то Мы же- остаток. Вы знаете, мы же еще сейчас вот вам тоже в помощь будет, когда мы салют запустим. Мы там очень большую стройку ведем в салюте, да, вот в Уфе, вот эта реабилитация. Там же с Отсюда детей тоже уже, да. будем уже вот все-таки, но более такой, да, уровень делать. Еще в Сибае, да? В Сибае проектируем уже. Вот я хочу в Сибае, в Уфе, и вот где-то на северо-востоке нам нужно. Тогда вообще все будет, знаете? Да. Тогда можно сказать, Ради Фаритович, что все дети наши равны. А вот они все-таки себя потом профессионально что-то находят. Здравствуйте. В профессиональное училище поступают. С праздником. Обучаются в профессиональных училищах на портного, на Ну то есть швею потом и так. они все-таки профессию Да, получают. получают профессию, рабочую профессию. Социализируют сами? Да. Ну, главная наша задача — социализация наших детей с интеллектуальными А вот у нарушениями. вас, вот вы же много лет здесь работаете, а вот отслеживаете судьбы их? Вот, Ну да, Они они вот к нам приходят, наверное, обращаются, всё равно, да? звонят, приезжают, конечно. Находят себя в жизни, нет? Ну, находят в Находят, основном. да? Тяжело, но находят, Да, да. Разные дети есть. Процентов 40, 50. 50 Да. социализация. Остальные уже тяжелые, получается. Тяжелые, просто да. уже это. Чему учите здесь? Вы находитесь в швейной мастерской. У меня обучаются девочки и мальчики с 5 по 9 классы. Кроме своей программы мы занимаемся ремонтом и пошивом одежды легкой. К нам поступают заказы со столовой, например, шить фартуки, салфетки. Дети это шьют, естественно, вместе со мной. Также мы практически делаем весь ремонт для всего интерната. Ну, желанием учиться, нет? Да, им очень нравится, они ждут, не дождутся, когда будут учиться в новом кабинете. Мы Они делаем сюда не поделки, заходили вот же еще. посмотрите. Они еще не видели это, да? Нет, еще не видели. Также мы делаем поделки и участвуем в разных конкурсах районных и российских. Ольга Анатольевна у нас в республиканском конкурсе «Учитель года», коррекционный педагог в номинации «Коррекционный педагог», в номинации «Учитель» заняла 2-е место по республике. В том же году, в 2015 году, наша воспитательница заняла гран-при. Спасибо. У нас Спасибо. такие Поздравляю. педагоги Праздник работают. вас. Праздник. Коллектив стабильный. Да. У вас коллектив. Сколько Стабильный, 61 педагог работает в нашей школе. Общее количество 100 работает. Все со специальным образованием по олигофренопедагогике. Здесь у нас кабинеты по технологии, столярно-слесарная мастерская, картонажно-переплетная, штукатурно-малярное дело и так далее. Мастера есть у вас, которые обучают, да? Обучают Кстати, специалисты. мужчины здесь есть. или женщины? Здесь мужчина Мужчины работает есть, да? у нас. Ага. Да. На 2-й этаж мы поднимаемся в актовый зал. Вы увидите работу наших воспитанников.
Они любят заниматься в досуге, вязать, шить, поделки делать. Это их любимые занятия. Вот выставка наших детей и наших педагогов. Делают, да? Да, сами дети вместе, конечно, с помощью наших педагогов. Я просил фотографии, они не здесь разместили, да? Нет, мы приготовили вот папку. Да. Это герб Яново, да? Да. Да. Яново. Ага. Вот у нас Вот старая школа, как она была. Какая она была. Да. Вся рушилась. Ага. Мы оградили. Но она 62-го года рождения, да? 61-го. 61-го, да? Да, да. Это интернат, это столовая была у нас. Да, ну так нельзя было, конечно. Ага. Тут это. Вентиляция плохая была и так далее. Да. Местность заболоченная, поэтому сыро было очень. У них вот даже на стены все вот это их творение, своих же рук. Да, да, это дети. Проходим в актовый зал. Ну, в старой школе, когда вот так бывало, идешь, да, и думаешь, как бы не провалиться. Было Да, такое, да, и даже да. была еще такая. Да, такие школы, я по районам езжу, ох, какие школы. Ну, Эта стена сделана руками наших детей. Сами вырезали, да? Да, да, конечно, с помощью наших преподавателей. Какая доля здесь сирот? 33 ребенка. Сироты, да? Да, да, да. Социальные сироты, наверное, да? В основном, да, 9 круглые сироты, а остальные социальные То есть дети. родители Сироты, есть, да, а? родители есть, но дети, оставшиеся без попечения родителей, остальные. Это вот, я так понимаю, у вас Это еще у нас, хозяйство? да, у нас 3 гектара земли. Ах ты. Ну, мы осваиваем, стараемся. Первый год вот засадили огород. Тут у нас детская площадка, 4 теневых навеса, там еще 3 навеса для детей наших, игровые площадки, а здесь у нас спортивная площадка. Мы с вами проходим в столовую. Столовая у нас на 90 мест. Работают Здесь сколько специалисты, шеф-повар Здесь- Светлана Здравствуйте. Михайловна. Сколько раз в день вы кормите? Шестиразовое питание, там у нас меню висит. Шестиразовое питание. Здесь Светлана как Михайловна. ваше или оператор у вас? Как вы? В нашем штате сотрудники. А, ваши штаты. Ну, вам так, наверное, Да, проще и да, понятнее. конечно. Да, конечно. Оборудование новое сейчас хорошее, Все да? новое, все новое. есть, все хорошо. Кушают, нет? Да, хорошо, съедают? наши, аппетит хороший у наших Все едят, детей. да? Да, хорошо. У нас аппетитные дети. У них получается завтрак, полдник, обед. Вот здесь- Полник, Ага. ужин, второй ужин. А еще второй, ну, перед сном, наверное, что-то перекусить. полдевятого вечером. Да. Ну, Ряженка. столовые испытали уже, они Да? в столовой. В ноябре же вы работаете? Да, 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 с ноября. Да, да. Здесь наши дети питаются по графику. По графику. А вот это вот, они как? Это запасной выход Запасной выход. в сторону спортплощадки. До свидания. Спасибо большое. Праздником Барамана, Рахмат, Хабалас. Мы проходим в интернат, поднимемся Вот на сейчас второй этаж. мы сейчас идем вот Это в жилую интернат у нас. часть. Ага. Да, да, в жилой корпус идем. У нас своя прачечная, свой медицинский блок огромный, с изолятором, со всеми условиями. Все кабинеты оснащены. Да, когда мы переехали сюда в ноябре, наши дети обнимают меня и говорят: это что? Это отель? Спрашивают наши дети. Эти очень радуются, рады этому, конечно, дому. Мы вам сейчас покажем блок мальчиков, где у нас на втором этаже у нас проживают мальчики, на третьем этаже девочки. Ага. Здравствуйте. А сколько человек живут? В одном блоке у нас по две спальни, по 3, значит, в каждой комнате по 3, по 4 ребенка спят. Ага, вот у них получается. Ну, Да. шкаф, Своё, тумбочка. Да, тумбочка. Ага. Здесь у них санузлы рядом, туалет, душевая. Мы сейчас идем в медицинский блок. Там же у нас изолятор.
там у вас медицинский блок, врач, да? Или... Врач в штате у нас 3 медсестры. Вот кабинет врача. Сегодня у нас врач отсутствует, она в отпуске. 3 медсестры нашей мамы для наших детей. Настроение получше, да? Настроение, конечно, очень нравится. Вы, наверное, здесь уже давно работаете? Давно. Да, Больше спасибо 20 лет. Ага. Спасибо вам огромное. Прям вот огромное спасибо. Вам спасибо большое, что вот нам Конечно. такое здание. Ну, просто порадоваться за вас хотел, потому что мы строили это, видели, как оно идет. Не просто было, да. Работать Поэтому одна спасибо. радость. Да? Ну, вы себя поберегите теперь, ладно? Не вздумайте заболеть. Вот, все-таки это... Стараемся. Без вас мы куда? Вот. Спасибо вам большое. Зурахмат. Спасибо. Спасибо. До свидания. Карантин строго они соблюдали. Здесь у нас физкабинет. У них там логопеды и прочее? Или Есть там у они нас могут и ходить, наверное, куда-то? Нет, в Или основном свои у нас это? свои специалисты, логопеды, психологи, социальный педагог у нас. Вот это физкабинет, тут полностью новое оборудование. Здесь врач, да, назначает лечение, и здесь дети наши проходят лечение. Проходите, Алсу Рамзеевна. Да. Аппаратура новейшая, вот, назначение делают вот, доктора, вот у нас тут УФО вот, постоянно работает. Да, постоянно Ходят пользуемся. детишки, вот. Да, Ходят, детишки. ходят, То есть они понимают. Они любят, ходят к ним. Они любят лечиться. хорошо, Да. УВЧ постоянно вот у нас, СМТ, ага, ингалятор есть, Ну, отлично. пожалуйста. Все, Дарсанваль. Все аппаратура необходимые самые для наших детей есть. Отлично. Спасибо вам. Благодаря вам. У нас здесь рядом стоматологический кабинет, но еще у нас стоматолога нет в штате, но мы обязательно внесем в штат. Найдете еще, Тарьянович? Стоматологам надо помочь. Есть? Найдете? Уже желающие Да, есть, просто конечно. нам Конечно, еще конечно. поработать чуть-чуть. Им особенно это Да, нужно. да. С терапевтами сложнее, стоматолог точно есть. Ага. Их больше учатся. Да. Я вот тоже сторонник что в школах, чтобы они все-таки получали контроль, профилактику, лечение какое-то. Это очень важно, потом они уже... Да. Это... Как в школе, не всех родителей, к сожалению, смотрят. В школе 61 год, вы говорите, в следующем году у вас юбилей получается, да? Да. Это будет 60 лет? Да. Нет, наша школа, конечно, основана... Даже раньше, да? Да, в 1938 году. Ух ты. Эта школа была по другому Она так и была в адресу, и Янауле, для да? глухонемых детей эта школа была. Поэтому... В части было, да? Да, в Северной, по улице Кирова это была школа. Но история, у нас такая, можно сказать, обширная. Тут шикарно. Да, вот. Тренироваться, заниматься. Да. Дети с удовольствием здесь Вот сам бегают, переодевайся и занимаются. пошел. Да. Да, очень здорово. Это самое любимое место наших детей. Вообще спортом они любят заниматься, да? занимаются получается? спортом все, абсолютно без ограничений. Здорово. А на первый хоккейный матч мы ваших детишек ждем. Обязательно. Все, давайте, пусть подумают, что... Ради Фаритович, еще большое вам спасибо все-таки, что вы нашли время и приехали вот именно с нами порадоваться. Наше такое вот большое Это дело большое для наших событие. детей. Но я вот вновь вам говорю, что мы такую линейку создаем для особенных, прям линейку. Уфа-центр. Проектируем Сибай. И, значит, надо думать на юго-востоке. Вот у нас, получается, более-менее мы по всей территории раскидаем такие учреждения. Конечно, Уфа, вот самое большое, чтобы и вы могли туда на повышение квалификации, на какие-то курсы дополнительные, там будут и педагогами заниматься, и условия хорошие будут для всех. Ну, потихонечку все достроим. Поэтому к 2024 году вот это все мы должны сделать. Ну, а за вас мы сейчас порадуемся. Спасибо. Спасибо большое. До свидания. Ну, мы до встречи тогда, да? Набирай ребят. Кстати, и девчат тоже не забудь. Им тоже поболеть. А играем с «Авангардом». Очень тяжелая игра будет. Ну, спасибо. Ну, молодцы. Ну, ладно, всех праздником. Спасибо. До свидания. Вы не на всех объектах селфи делаете, а тут сделали. Это особенный случай.
школа коррекционная такая, знаете, тут детишки учатся хорошие. Ну, вот, тем, кому больше нужна помощь, чем другим. Спасибо.